Белорусы вступили в схватку, их австрийские коллеги поединок судят. Это семинар по боевому искусству родом из Японии кендо. Представители австрийской ассоциации приехали сюда по программе «Мост». Of course, we want to help our friends to build up and to better make kendo, so they can learn from us because we are experienced people, and we want to help them to develop kendo and spread out to this sport because it's good for your health, it's good for your spirit and for your mind. От базовых навыков владения бамбуковым мечом до правил судейства. У белорусских кендока впереди долгий путь обучения. I'm doing it for 18 years and I'm still a youngster. There are people I know, they are practicing since 60 or 70 years. So it's a long way, and it also depends on your teachers, the possibilities you have to travel, to learn from other teachers, high-ranked teachers. And yeah, so there's a lot to do. Возможность учиться в другой стране для белорусов особенно актуальна. Так как у нас нет формально кендо-федерации, мы не имеем права сдавать и получать данные. Чтобы Европейская федерация нас воспринимала с нашими уровнями, надо сдаваться в Европейской федерации. Благодаря предыдущей поездке по проекту «Мост» 5 белорусских кендока уже прошли семинар в Бельгии. Тренировки очень напряженные, там сенсей через делание ты растешь. То есть мы очень-очень много прыгали и умирали. Когда человек умер, кендока вырос. Есть такое высказывание. Вот мы там умирали, потом по итогу начали сдавать на наши данные. Белорусско-австрийская дружба на почве кендо длится уже 6 лет. Уже осенью за очередным данным в Европу полетит руководитель Минского клуба. Спортивных амбиций белорусским бойцам не занимать.